Захаров это был художник известный, ну, во всяком случае, сейчас он известный, не всегда был известным, да, и что он был выходцем из чеченской семьи, что он был воспитан русским, не знаю точно, то ли генералом или кем, и впоследствии вот он стал художником. А вы знаете, кто такой Петр Захаров? Петр Захаров? Нет. Извините, нет. Не слышала. Знаю, что его картины у нас в Национальном музее хранятся, ходила, посещала его. О творчестве именитого художника-чеченца знают большинство жителей республики. Однако среди опрошенных нашлись и те, кто первый раз слышал имя Петра Захарова. Между тем, его полотна вошли в сокровищницу русской живописи XIX века. Они находятся в крупнейших музеях России. Работы академика-портретиста прославляют Чечню по сей день. Он пренебрег вот этими всеми благами жизни ради того, чтобы через 200 лет мы сегодня о нем вспомнили. Такие, как Петр Захаров, они этот народ охраняют, берегут и ведут в будущее, в цивилизацию. И он создал образ чеченца несгибаемого, неподкупаемого. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого художника. Именно поэтому руководство республики приняло решение объявить 2016 год годом Петра Захарова. По распоряжению главы республики создан оргкомитет по проведению мероприятий, посвященных этой дате. Я очень благодарен главе республики за то, что это распоряжение вышло. Это уже огромная победа, что год обозначен годом Петра Захарова. И в этом распоряжении масса пунктов, которые мы должны исполнить. Некоторые, даже многие из них уже исполнены, исполняются. В рамках распоряжения планируется открыть сквер имени Петра Захарова и памятник. Также одна из улиц Грозного будет носить имя знаменитого художника. Если в честь такого талантливого художника назовут улицу нашего города, это будет очень хорошо, это будет большая память и для наших потомков, чтобы они знали, кто это был, потому что очень многие, конечно, этого не знают, к сожалению, из подрастающей молодежи. А так, хотя бы прочитав вывеску, они задумаются, кто это был, может быть, поищут информацию и найдут. В год Петра Захарова в школах проводят уроки, посвященные жизни и творчеству знаменитого портретиста. Ученикам младших классов показывают его работы, рассказывают о непростой биографии мастера. В Доме детского творчества Ленинского района Грозного прошел конкурс рисунков, посвященный 200-летию Захарова. Среди работ юных художников преобладают горные пейзажи и этнические мотивы. Рассказывали про Петра Захарова как о великом художнике. Многие дети, естественно, этого не знали. И было очень интересно. Мы сегодня провели много конкурсов, не только конкурс рисунков. Конечно, основной акцент был на конкурс художника, на лучший рисунок. Также мы провели среди ребят конкурс, шашечный турнир провели, рисунок на асфальте. По мнению некоторых исследователей, прототипом поэмы «Цири» Михаила Лермонтова стал именно Петр Захаров. Несмотря на короткую жизнь, первый чеченский художник вошел в историю русской живописи. Преданный своим корням, он подписывал свои работы как Захаров-чеченец. Он оставил потомкам портрет, где изобразил себя в кавказской одежде. Тинатин Музашвили, Дани Хавхаров. Новости.